Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Горячие новости для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, на горячие новости, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть кровь нам тоже сейчас таскает это, о чем уж я лучше всего знать. Так, мои хорошие, какая интересная отсыпка. Отсыпка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Итак, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Начнем с центра. Здесь вы стоите на возвышении, и какой-то человек стоит перед вами на коленях, держит вашу руку. У одних отыграется, что человек будет просить у вас прощения, вымаливать у вас прощения, причем на коленях. А у других человек, допустим, да, вы женщина, это мужчина, и он вымаливает вашего внимания, вымаливает вашу любовь, да, просит: пожалуйста, сходи со мной на свидание, дай мне шанс проявиться, дай мне шанс показать себя. В любом случае, человек к этому готовится, на это настраивается и видит в этом единственно правильный выход. То есть просить на коленях, умолять, унижаться, выпрашивать. Вот в таком ключе. Человек вас высоко превозносит, но либо правда перед вами виноват, но либо уже просто в отчаянии не знает, каким другим путем обратить ваше внимание на себя, на свою скромную персону. Да, вот готов упасть на колени и молить, вот покуда силы есть, либо пока вы не согласитесь. Действительно производите очень сильное впечатление. Дальше, мои хорошие, здесь сильный мужчина опирается на слабую женщину. В переносном смысле, не пугайтесь, в переносном. Я так понимаю, что этот мужчина, он очень крутой, но либо такой, знаете, вот горячий, он все может, он все знает, он везде сам совсем разбирается. Идет такой момент, когда ему потребуется ваша помощь, ваша поддержка, либо ваша подсказка, ваше экспертное мнение, либо, знаете, придет поделиться, скажет: вот такая вот у меня засада, либо какая-то неприятность, пожалеется вам. А вы его поддержите и скажете: не переживай, сделай то и то, сходи туда-сюда, да, поговори с тем-то, тем-то. То есть вы его здорово поддержите, и мужчина просто плывет в улыбке, он так вам благодарен. И он не стесняется того, что он сильный, а вы слабая. Наоборот, он вами восхищен. Удивлен, обрадован. И вообще, девочки, тут комплименты, подарочек вам сделает, на ручках вас будет носить. Казалось бы, да, маленькая хрупкая женщина поддерживает сильного, мощного мужчину. И мужчина этому рад. Рад и благодарен вам за то, что вы есть в его жизни. Как идиллия между вами. Полное доверие. И мужчина на 7-м небе от счастья, от того, что вы есть в его жизни, от того, что вы ему помогаете, от того, что вы ему подсказываете в таком ключе. Так, еще какая-то бумага официального характера. Странная бумага, либо со странным содержанием, может быть, не совсем понятным. Может быть, это не все, это какая-то часть общей информации. Вы эту бумагу в руках будете крутить, вертеть, а что с ней дальше, непонятно. Мои хорошие, либо подождите, либо обратитесь в тот орган, либо организацию, да, которая вам эту бумагу прислала. Мне кажется, что это не все, это какая-то частичка, да, от общей информации. Либо, да, надо за разъяснениями обратиться туда, откуда эта бумажка пришла. Главное, не теряйте ее и куда-нибудь там далеко не запихивайте.
Странный документ, больше вопросов, чем ответов. Но, опять же, нужно с этим разбираться, либо нужно дождаться, пока все документы придут. И еще, здесь какие-то деньги, которые вы не ждете, но которые вам по праву положены. То есть вы на них имеете право. Либо это чья-то обязанность вам эти деньги дать, выплатить. Вроде как деньги приходят, но тоже могут быть какие-то проблемки с тем, как их, например, на счет получить, либо на счет получили, как их обналичить. Может быть, это что-то будет по чеку, может быть, какая-то расписка. Что-то вот такое, знаете, непонятное, и здесь вам придется заморочиться. С одной стороны, вы рады, что деньги пришли, особенно не ждали, тут на тебе такой подарок. Но с другой стороны, морока, вот как эти деньги обналичить. Может быть, вам кто-то перевод сделает, да, и вам сложно будет как-то обналичить, либо придется куда-то далеко ехать, идти, там проблемы с банками, проблемы там с обменками, да, в таком ключе. Придется заморочиться. Но это все-таки деньги, да, и почему бы нет. Можно на это потратить время. И еще показывают мужчину, как будто бы он джин. Пакостник, мелкий пакостник, хочется так сказать. Мужчина странно себя может повести, либо будет вас раздражать своими какими-то выходками, поступками. Вот. С мужчиной что-то не то, что-то не так. То ли пьяненький он будет, то ли вот какой-то тестостерон в нем играет, да, от этого агрессивность повышается. В общем, странное, глупое поведение. И вам придется его как-то остужать, приводить в себя. Тяжелая задача, тяжелое бремя, но вижу, что вы с этим справитесь. И еще сделаете очень правильные выводы для себя. Ну, например, больше с этим мужчиной не общаться, либо поменьше общаться с этим мужчиной, либо построже с ним общаться. Да, вот к какому-то выводу придете, очень правильному. И еще кто-то у меня на поле находится и что-то из земли вытаскивает. Как урожай, скорее всего, собирать будете. Я не знаю, как время урожая, наверное, уже закончилось. Хотя я не аграрий, как бы не очень в этом разбираюсь. Может быть, да, меня смотрят в разных странах. У кого потеплее, может быть, вы еще там что-то будете собирать. Тяжелая работа, но довольна результатом. Но у кого-то отыграется ваша конкретная работа, да, не связанная там с землей, с полем, и вот придется приложить усилия на то, чтобы надергать этого урожая. Да. Пока вы усилия не прикладываете, дело не двигается с мертвой точки. Как только вы начинаете усиленно работать, то есть выдергивать из земли урожай, то и денежка приходит, и клиент заходит, и начальство там хвалит, и если сами на себя работаете, доход растет, да, в таком ключе. Работа, да, предстоит работа. Работа нелегкая, работы много, но оно того стоит. Может быть, это даже какая-то подработка у вас будет. Возьметесь за нее, скажете, как я сюда вляпалась, да зачем мне эта подработка? Но потом, когда с вами будут рассчитываться, поймете, что ну не зря я работала, не зря я силы свои тратила. То есть хорошо и щедро с вами рассчитаются. Мужчина на птице. Здесь какой-то мужчина вас забросает письмами, ну, либо какое-то очень длинное, долгое письмо вам напишет. Устанете читать, скажете, ну как так, да? Как так? Так двух слов не свяжешь, а тут такие огромные письма мне пишешь. Там будет обо всем на свете. Очень много информации, как-то, знаете, непонятно, да? Непонятно, чего хотел, зачем писал. Вот. Ну а если начнет вас короткими письмами забрасывать, то их будет очень много, вы не будете успевать читать. И прям, да, какой-то сериал, наверное, в телефонном режиме. Да? Много маленьких серий. То есть непонятное поведение, но я так скажу, он влюблен, либо ему есть что вам сказать. Либо вы единственный человек, который может его выслушать, либо готов слушать. И вот он вас либо этим огромным письмом ошарашит, либо вот этими маленькими кусочками, да, переписки, там, смс-ок. Вот их будет очень много. Дальше. Усы. Кто-то под усами прячет улыбку.
человек в глаза строгие, либо злые, даже кажется, на самом деле улыбается, но под усами прячет. Я так понимаю, что мужчина, да, мужчина с усами, вроде как строго с вами общается, сам улыбается, вот в таком ключе. Не знаю, то ли по должности положено этому мужчине быть строгим, то ли такая вот обстановка, что, чтобы держать марку, нужно быть строгим. На самом деле человек вам улыбается. Вижу, что этот человек вас как-то выделяет, и к вам более какое-то лайтовое отношение, доброе такое, знаете, с улыбочкой. Там можно и глаз один закрыть, но при этом внешне кажется, что он такой суровый, строгий. Мне почему-то кажется, что вы очень нравитесь этому человеку, и он вас вот выделяет среди общей массы. Кто-то еще может это заметить, и даже какие-то шутки в вашу сторону могут пойти, что вот в тебя начальник влюбился, либо преподаватель к тебе неровно дышит. Но отчасти этот человек будет прав. Вот как-то так не идет. А вы с удивлением: да нет, да не может быть. А на самом деле может и есть. Это уже происходит. Да, симпатию испытывает к вам этот человек, по крайней мере, выделяет вас. К вам намного добрее на самом деле относится. Хотя глаза строгие, суровые. Дальше здесь люди, 2 человека, из-за вас ругаются, выясняют отношения. От вас это долго скрывалось, либо долго вы об этом не знали, а тут как будто бы вы их врасплох застанете. Либо как-то неожиданно это все увидите. Да, люди давно конфликтуют из-за вас, либо по причине вас. У кого-то, наверное, там ревность, либо люди претендуют на вас. Один человек, например, считает вас плохой, другой, наоборот, хороший. Да, вот какое-то выяснение отношений. Как-то неудобненько себя почувствуете. Но вот эти люди, когда их застанут, они ругаться прекратят. Либо поймут, что это прям совсем не вариант, да, постоянно ругаться. Может быть, даже не желая вас расстраивать, либо чувствуя свою вину перед вами, о чем-то договорятся, и конфликты между ними прекратятся. Вот так мне идет. Либо это какие-то ухажеры, либо это родственники, либо это на работе у вас происходит. Да, там коллеги, либо руководители, кто-то ругается. Долго это все происходило, но вот пришло время всему этому раскрыться. Дальше собачка. Это друг, подруга, кто-то вот из близких, да, близкий вам человек на вас смотрит с большой надеждой. Вашему другу либо вашей подруге понадобится ваша помощь. Человек к вам придет, так и скажет: помогай, спасай, выручай. И вам придется какие-то свои дела отложить, либо перенести и заняться проблемами вашего друга либо вашей подруги. Там какая-то сложная ситуация, и человек действительно попал в проблемы. Если не вы, то никто. Да? Нельзя пройти мимо, нельзя игнорировать эту ситуацию. Так, еще. Здесь у вас прям репка целая, да, вот она, видите, торчит из земли. Вы пытаетесь ее вытащить, не получается. Приходит на помощь еще один человек, потом еще один человек. И как в сказке, да, про репку. Придется приложить коллективные усилия для того, чтобы добиться какого-то результата, либо чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Так что, мои хорошие, не геройствуйте. Самому либо самой сложно будет это все осуществить, в принципе невозможно. Сразу зовите команду поддержки, да, кто может тоже помочь, да, приложить свои усилия ради вашего достижения, либо ради общего дела. Да, без помощников здесь никак. А если сам либо сама пытаетесь, то можно даже и надорваться. К чему вам это? Позовите тех, кто рядом. Я вижу, что придут на помощь все откликнутся, никто равнодушным не останется, либо никто не проигнорирует ваш клич. Так, с левой стороны. А вот здесь какой-то человек, либо напрашиваться к вам в гости будет, либо будет вас информировать о том, что я скоро приеду, да, либо я скоро буду. Вот далеко заранее он вас об этом информирует, и вы такая: ладно, приезжай, будешь ехать, сообщи. Да, и тут человек такой: да, вот я уже билеты покупаю, либо присматриваю себе удобные рейсы, выбираю удобный маршрут. Вы такая: ну да.
как отвлекать вас будет разговорами о дороге, которая когда-то еще в будущем будет происходить. Я еще вижу, что вас хотят куда-то позвать, пригласить в какое-то место, либо кому-то домой. О вас думают, о вас говорят, но почему-то людям кажется, что вы откажетесь. Может быть, вы домосед, домоседка, может быть, вы не любите шумные компании, может быть, вы не любите какие-то вот торжества. Да, вам проще дома побыть в тишине, в уюте, в покое. И вот люди совещаются, как бы вас из дома вытащить, как бы вас так пригласить, чтобы вы случайно не отказались, да, либо у вас не было возможности увильнуть. Люди даже готовы пойти на какую-то хитрость, лишь бы вас у себя в гостях видеть, либо на празднике видеть у себя. Да, хитренькие. Но они к вам очень хорошо относятся и действительно считают, что без вас праздник не праздник, да, либо праздник будет очень скучным, тухлым, и хочется побыть именно в вашем обществе. Такое приглашение получите хитрым образом. Либо вам предоставят это приглашение, либо просто вот без повода скажут: ну, зайди ко мне в гости, либо а давай-ка зайдем там в кафе, либо в ресторан, а там праздник в полном разгаре. И вы такая: ну вот, обманули, да? Обманом меня на праздник затащили. Ну вот в таком ключе идет. И еще, мои хорошие, показывают пару, мужчина и женщина. Между ними полный разлад. И очень похоже, что они расходятся. Причем расходятся раз и навсегда. По обоюдному желанию, по обоюдному согласию. То есть, возможно, какие-то романтические чувства в прошлом их связывали, но по прошествии времени, да, стало понятно, что ничего родного и близкого между ними нет. И вот они договариваются, что они больше не пара, либо они разводятся. Давно уже, кстати, договорились, либо договоренность уже состоялась, а теперь вы об этом узнаете. Знаете, какое-то облегчение испытаете, когда об этом узнаете. Опять же, вы все разные. Кто-то в треугольнике, в любовном. У кого-то, например, там, дочь либо сын не с тем человеком связался, связалась. Может быть, вашей подруге не подходит ее, не знаю, там, жених, и вы это видите. Ну, либо кому-то из родственников. Вот, когда вы об этом узнаете, прям выдохните, прям как гора с плеч. Вы думаете: ой, как хорошо, что так спокойненько эти люди, ну, приняли правильное решение и расходятся, разводятся. Вот в таком ключе информация. Но они уже все решили, они уже все обсудили. Просто, ну, получается, сообщат все. Ну, либо вам станет об этом известно. Так, еще 2 человека объединяются. Либо их кто-то в пару ставит, как одно задание на 2. Из вас получится очень классная команда. Главное, поймите, у кого в чем сильная сторона. Не пытайтесь с друг другом конкурировать, а наоборот, старайтесь друг друга дополнять. И если получится дополнять, то равных вам не будет. Вы и с поставленной задачей быстро справитесь, и подружитесь, и очень прекрасные теплые отношения между вами возникнут. Вот с кем-то придется спина к спине. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.